Качество водопроводной воды в Нерюнгри – вопрос острый и часто обсуждаемый. Столкнувшись с грязной водой, жильцы терпеливо сливают непригодную жидкость. Разбираться с вопросом и жаловаться готовы не все. Как же решить проблему? Ответ на этот вопрос постаралась найти Екатерина Павлова. Всем известно, что вода является самым важным источником жизни. Чтобы человеку оставаться здоровым, ему необходимо каждый день выпивать около 2 литров чистой жидкости. Но что делать, если вода в кране непригодна не только для питья, но и для других нужд? Жители Нерюнгринского района в соцсетях активно распространили информацию о том, что из кранов течет грязная вода. И о том, чтобы пить ее, не идет и речи. Люди не рискуют мыть ею даже руки. После планового отключения горячей воды и периодически холодная вода идет грязная. И вот бывает осадок прямо вот в ванной остается. Обращались к управляющему дома. Она сказала, что обращалась в администрацию, но без письменных каких-то заявлений этот вопрос решаться не будет. О сложившейся ситуации местные предприятия, отвечающие за подачу воды, прекрасно знают, но дать видеокомментарии отказываются, по всей видимости, не решаясь брать ответственность на себя, и переводят стрелки от управляющих компаний к водоканалу, от водоканала к городской теплоналадке, от теплоналадки к управлению городского хозяйства. Вода всегда должна быть чистой, без запаха и привкуса. Это прописано в санитарных нормах. Информация об инстанциях, куда жаловаться, если грязная вода течет из крана, должна быть у каждого. Если появление ржавчины в воде не сопряжено с плановыми работами, идем с претензией в управляющую компанию. Если управляющая компания игнорирует претензии граждан или же проблема продолжается в течение длительного периода времени, то большую эффективность принесет подача жалобы в ресурсоснабжающую структуру. В такой ситуации будут проведены необходимые анализы для выяснения причины загрязнения. Если же и здесь нам не помогают, идем в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Источники водоснабжения у нас находятся на довольно-таки высоком уровне. И качество воды, которая непосредственно забирается из источника водоснабжения, а у нас, как известно, все источники – это скважины. Качество данной воды весьма на высоком уровне. А что касается сетей, да, сети, конечно, требует проведения регулярных осмотров, ремонтов. И вполне вероятно, что загрязнение, если оно действительно имеет место быть, оно в первую очередь связано с состоянием сетей, с проведением каких-то профилактических ремонтных работ, которые выполняются сейчас вот в этот период. Ситуаций, когда идет грязная вода из крана, бывает много. Некоторые из них временные и проходят через несколько дней, а другие требуют безотлагательных действий. Ведь состояние водопроводной воды оказывает воздействие на наше здоровье. Какая же причина повлияла на качество воды в этот раз? Кто виноват и сделают ли перерасчет жильцам за воду ненадлежащего качества? Продолжим разбираться. На этой неделе, как нам сообщили, запланировано совещание управления городского хозяйства с управляющими компаниями и предприятиями, где будут решать данную проблему. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри.